Здравствуйте, вы смотрите актуальное интервью в студии Власий Сергеев. Парк будущих поколений строится в самом центре столицы и будет введен в 2025 году. Парк станет местом активного отдыха и полезного досуга для школьников и молодежи. Здесь каждый ребенок сможет развиваться творчески и интеллектуально, получать новые знания, актуальные навыки и компетенции будущего. О работе парка нам сегодня расскажет руководитель проекта «Парка будущих поколений» Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия Вадим Яковлев. Вадим Гаврилович, здравствуйте. Доброе утро. Ну что ж, начнем беседу. Самого парка еще нет, но творческая работа вовсю кипит, как мы знаем. И какие мероприятия в рамках парка проводятся? Мы уже второй год работаем. В прошлом году мы начали апробационные мероприятия. Так у нас прошли курсы по предпринимательству, по медиапродвижению и кулинарные курсы. В этом году только что завершился конкурс, творческий конкурс на рисунки и на рассказы. То есть рисунки дети должны были нарисовать героя и персонажа парка будущих поколений, а конкурс рассказов «Один день в парке будущих поколений». То есть они должны были сфантазировать такой один день, как они видят себя, фантазийный такой рассказ они должны были придумать и направить. Мы уже приняли где-то около полусотни работ, и жюри должно объявить результаты уже в конце февраля. Мы ожидаем уже результаты жюри. И в этом году у нас тоже намечены мероприятия, могу тоже рассказать чуть позже. Да, мы затронули тему курсов, да, которые проводятся в рамках вашей деятельности. Давайте остановимся на этом моменте подробнее. Какие курсы были проведены в парке и что вообще планируется организовать в текущем году? Если чуть-чуть подробнее рассказать, то первым нашим большим мероприятием это были курсы по предпринимательству. Это совместно со школой глобального бизнеса и компанией Дети MBA. Это международная компания, которая работает в России, в Украине и Белоруссии. Мы провели курсы для детей Якутии. И дети в течение 3 месяцев они учились, как стать успешным предпринимателем. То есть им сначала давали уроки, обучали их навыкам разнообразным, и в конце они защищали проекты перед жюри. Также у нас прошли курсы по медиапродвижению, то есть дети это совместно с компанией «Пространство», организации «Пространство», провели курсы по медиапродвижению, и дети в реальности учились, как обходиться с фото-видеоаппаратурой, как продвигать бренды, что такое пиар, что такое таргетирование, все это, допустим, какая-то компания захочет себя продвинуть в рекламной области, и они обучались этому. Также мы провели курсы по кулинарному искусству «Мини-шеф» совместно с компанией Food Life. И дети в течение месяца тоже готовили свои изделия кулинарные и фотографировали под руководством опытных поваров. Там они обучались искусству кулинарии, в общем. В этом году мы свою деятельность разбили на 3 этапа. Первая – это весенняя часть, вторая – летняя часть, и третья – это осенне-зимняя часть. Весенняя часть начнется в марте. Она включает в себя развитие софт-скиллов на базе наших помещений. Наши помещения будут размещаться в здании ЦТТ. Но, как вы знаете, Центр технического творчества открывает в этом году IT-куб, и в этом здании мы взяли 3 помещения, и дети могут приходить, обучаться навыкам, софт-скиллам. Потом из этих детей
кто хорошо себя проявил, и еще могут дети потом присоединиться, они летом могут участвовать в летней школе креатива. Она пройдет на базе Малой академии наук в Актемцах, в новом здании, и около 100 детей мы вот их соберем и будем обучать их по 7 направлениям. Там архитектура, дизайн, кулинарная индустрия, медиа, 3D-моделирование и создание игр. И каждый ребенок, он попробует себя в каждом направлении, и в конце уже вот этого лагеря 10-дневного он определится своим будущим. И вот осенью мы уже предложим курсы по этим 7 направлениям. То есть он может пойти, допустим, обучаться фото-видео, допустим, фильммейкингу, кто-то пойдет, нет, я хочу стать предпринимателем, и он пойдет развивать свои предпринимательские навыки. Но мы Вот такие у действительно, нас да, обсуждаем действительно такой масштабный проект, да, и мы не можем не поговорить об участниках данного проекта. Кто же является, кто является резидентами парка и как вообще организована деятельность проекта? Вообще у нас 2 якорных резидента, мы их называем партнерами. Это Национальная библиотека Республики Саха-Якутия и Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». То есть нашу территорию мы можем разбить на 2 части. То есть сам парк, где будут деревья, где будет трава, кустарники, где люди могут прийти, отдыхать, и само здание. В самом здании это у нас представляет собой открытые пространства, фудкорт, вот эти там будут кабинеты, где могут дети отдыхать. Любой человек может прийти, получить, допустим, какую-то, почитать книги, допустим, там будет размещаться национальная библиотека, будет открытая free library, то есть открытая библиотека, информационное пространство. Допустим, пришел, то, что какую-то информацию он захотел, получил, прогулялся, посмотрел выставки. Допустим, если он ребенка своего привел или ребенок пришел, он может записаться на образовательные курсы, вот, которые мы вот описали. Вот сейчас опробируем, они в 2025 году будут. Вот эти 2 резидента. А юные якутяне, они будут следить за парком. То есть они будут, в общем, следить за парком, за его состоянием, поливом, там, развитием вот этого парка. Красиво, чтобы было все, все цвело. И также мы работаем с резидентами. Это те компании, которые конкретно работают с детьми. Допустим, те же дети MBA, пространство, Food Life, они вот уже наши резиденты. И по мере того, что наши направления будут увеличиваться, их будет количество увеличиваться, то есть, соответственно, количество резидентов, которые будут работать с детьми, оно будет увеличиваться. Ну, действительно, парк предлагает очень широкий такой спектр очень интересных направлений. Как можно узнать о работе вот парка, да, проводимых конкурсах и вот различных курсах? На данный момент мы делаем свой сайт и социальные сети. У нас находят разработки, ну, разрабатывается Бенбук. Но на данный момент всю информацию можете узнать на нашем сайте Целевого фонда будущих поколений, fondyakutia.ru. Вся актуальная информация, все анонсы мероприятий, конкурсов, они вот своевременно будут выкладываться на этом сайте. И в соцсетях, в Инстаграме тоже Целевого фонда будущих поколений. Ну, затронули мы фонд будущих поколений, и хотелось бы поинтересоваться насчет деятельности фонда. Какие проекты запланированы вот в этом году фондом будущих поколений? Проектов много, но основным проектом на самом деле является вот парк будущих поколений. Вот парк изначально, он должен был как раз построить, ввести в строй как раз к столетию Якутской ССР, то есть в этом году, то есть задумка была еще несколько лет назад, но и хотели вот просто обустроить вот это пространство, где вот должны вот построить наши, должен был просто сквер, ну, то есть красивый парк. Но по мере того, как разработки вот этой концепции, там появилось здание, образовательные мероприятия, более такое глубокое, более широкое развитие получила эта мысль. И поэтому вот строительство НАТО двинулось уже на 25-й год.
Ну вот мы говорили о том, что много, да, вот направлений, много работы ведется именно с детьми, то, что большое внимание уделяется вот работе с детьми, и хотелось бы узнать, вот какие специалисты, какие люди привлечены вот к работе именно с детьми. Вообще, наша миссия, наша цель — это вырастить такое поколение, создать условия, такую среду, чтобы вырастить такое поколение, которое может достичь глобального успеха в креативной экономике. То есть тут основное слово креативная экономика, то есть это та экономика, та сфера направления, в которой основную роль играет именно творческие составляющего человека. То есть он с помощью своего креативных навыков, творчества, таких внутренних таких ценностей, он может, допустим, какой-то товар продвинуть на мировом уровне или, допустим, какую-то компанию, допустим, наша якутская, она бы вышла на мировой уровень. И, соответственно, все резиденты и все партнеры, которые мы с ними работаем, с которыми мы работаем, они связаны именно с креативной индустрией. Это вот сейчас очень модно, в тренде находятся такие направления, как производство кино, анимации, моделирование, дизайн, медиа, ну, такие направления. И мы изначально готовим детей к таким профессиям. То есть они могут определиться, кем они хотят стать, получить необходимые навыки, чтобы уже прийти готовыми специалистами, то есть их не надо заново учить, заново там долго учить, то есть они уже готовы к такой работе. И, соответственно, резиденты у нас те компании, которые именно связаны с этими направлениями. То есть это фотографы, видеографы, производители анимационных фильмов, рекламное производство, ну и такие компании. Вадим Гаврилевич, благодарим вас за информацию и желаем вам удачи в дальнейшей работе. Спасибо большое, удачи. Ну, я напомню, что детально о деятельности парка будущих поколений нам рассказал руководитель проекта Вадим Яковлев. Но это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.